подъем высокий получился. Снимать вот это все придется. Нахрен. Такое ощущение. Вот он весь переходик. Такая она должна быть в итоге. Перед примеркой доски. Видите, я все убрал лишнее. Вес снял. Основной. Еще вчера она была бревном. Ну вот то, что заготовка. Сегодня вот 2 дня на это ушло у меня. После того, как обработаны кокоры, полностью все выбрано для того, чтобы примерить доску. Сверлите прямо через козлы насквозь, полностью прикручиваете, чтобы их не винтануло. Сейчас они будут сохнуть, их будет крутить. Это елка, материал капризный. Я прикрутил пока так вниз, просто чтобы прижать. Потом вот это вот наверх прикручивается. И ставятся специальные приспособы для распирания доски. Но это все впоследствии увидите. Вот, пока на таком этапе. Следующий мой этап, пока доску не привезли, я буду делать сюда вставыши. Для носа и для зада. На обе лодки. Процесс продолжается. Сейчас переходим, кокоры мы уже прикрутили. Я их прячу, чтобы меньше трескались, чтобы плавно сохли. Вот изготовляю бабышечку, на которую будет крепиться транец. Чередность работ последствий. Здесь засверливается 2 отверстия. Стамесочкой выравнивается. И потихонечку подгоняется клинышек и на клей сажаешь. Потом еще кручу 2 самореза сверху. Здесь вот угол. Отсюда я отмеряю 5 сантиметров по прямой. И сюда от 5 сантиметров прибавляю сантиметр. И иду вот так наискосок. Вот это как бы к этому я пришел постепенно. Делал 4, делал 6, уже мало наклона. Вот этот наклон самый оптимальный. Вот 5 сантиметров, сантиметр сюда. У меня в миллиметрах 50 на 10. Вот так вот до сюда спиливается. Здесь остается 22, длина 5. И здесь вот до сюда. Это скалывается. Потом впоследствии там тоже так вот уже размечается, когда она прикручена. Ну, вместо подобного. Ставил я, сделал на обе лодки. Все подогнал. Вот так это выглядит. Потом это клейком заливается. Ну, уже сажается, когда. И вот так вот 2 самореза наискосок крепится. Потом, когда здесь все это сносится, доска здесь проколачивается, это все закрепляется. Тоже с клейком все жестко становится. Вот следующий этап. Я переношу вот этот наклон сюда. Здесь симметрично его тоже переношу. Потом подшлифовываю, если там все. И здесь. Вот это сейчас надо полностью вот так вот убрать с обоих сторон. И она уже будет тогда готова. Ее прикручиваешь и уже доводишь вместе со всем, чтобы подходила доска плотненько. Вышлифовываю я шлифмашиночкой. Как-то так. Вот такая штучка получается. Это потом поместую шлифовалочкой. Выйду там в идеале. Вот такая штучка. Далее. Изготовление на носик бабышки. Вставыши. Он идет целиком. К той бабышке мы еще задней будем крепить транец. То есть здесь это идет уже как бы капитально. Также отверстие, угол наклона вот этого намного больше, чем сзади.
Сейчас я вам покажу на вторую какую расчертил заготовочку, чтобы было понятно. Вот. Также 5 сантиметров сюда, но не как один на задней бабышке, а 3,5. И угол пошел наискосок. Все это переносится потом. Также выпиливается. Здесь я, по-моему, уменьшаю, чтобы здесь потом выкола не было. Все аккуратненько. Сейчас я буду делать вторую. Это большая длина лишка на обоих. Но все лучше с запасом, чтобы вырабатывалось удобно. Так, еще хочу похвастаться верстачком. Это мой отец сделал. Здесь, видите, у меня. Оп, переставил. Как в столярке было. И положил, зажал. Вон, декель переставлять-то можно. Удобная штучка. Он предназначался для сборки дверей. Здесь еще вот так вот ваймы стояли с боков. Отсюда. Двери собирали мы в столярке. Столярка развалилась. И мы прибрали эти верстачок. От коммерсов благодарности не получишь, оставлять им. А батя все сам своими руками из своих материалов сделал. Правда, тут уже все на улице гниет. Но это все заменю. Все сделаю красиво. Теперь, видите, все вставлено. Рисочки должны совпадать. Но здесь не как на задней бабушке. Здесь надо прислонять доску. Ну, вот так побольше можно снять. И вот так делать. Это оставлять для следующей доски. Может заузиться еще. Но это по доске будет видно. Пока оставляем так, как есть. Задние бабышки можно уже... Сейчас съезжу в город за клейком. Те можно прикручивать полностью. Вот. Отходишь. Назад. Выстреливаешь. Она ровненько стояла. Также этот. Все должно быть очень ровненько, симметрично. Это судно. Вот. Потом доска, когда уже приколачивается, ну, впоследствии я буду показывать, это уже спиливается. Почему я здесь шип немного дальше переношу, вот сюда, чтобы вот здесь вот дыры не получилось. Вот так вот срубается. И здесь уже от доски там это все. Ну, видели в предыдущих лодках. Красиво получается. Мне нравится. Пусть пока подсыхает. Видите, как плотненько. Куанышки. Опа. И вот наискосочек сразу прижму. Вот, потихонечку выхожу. Тут хорошо задницу, если так развалить, как идет доску, то миля в лодочка будет ходить. Вот, видите, выхожу, вот, в идеале. Тут немножечко пошлифовать. Все, одно целое. Вот, шлифовочка. У вас есть уникальная возможность, парни, смотреть за всем процессом. Сейчас еще, тут я немножко обработал сверху, покрасивее. Сейчас это также сделаем. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте, задавайте вопросы. Сейчас я отправляюсь за корешками, пока доска не пришла. Хорошо идет, но руль отпустит и кверху ногами. Всем удачи! Вот так также смотрите в следующем видео. Комарье меня заело. Заготовка корешков на шпангоут.
дуги. Блин, у нас был. Баперецкий. Процесс очень долгий, но я Посмотрим. победил. Я дышал Сделаем комарами. такие. Вот так вот. До встречи, 20 друзья. штук таких надо. Один есть. Все впереди.